Как развивать сельский туризм, если заехать в деревню можно только по грунтовке? В селе Тагаево Мариинско-Посадского округа есть уникальный дом-музей чувашского быта. А вот асфальта нет. Из 7 улиц щебенка только на одной. Между тем, чтобы познакомиться с национальной культурой, отведать хуран-кукли, попариться в чувашской бане, туристы приезжают со всего мира. 37 стран. Хозяйка самобытного музея Людмила Данькова даже счет ведет. Недавно дом, где вас ждут, так называется сельчанка свое детище, отметил свое 15-летие. На праздник пригласили и нашу съемочную группу. Моя коллега Вероника Павлова на себе испытала все тяготы ухабистой дороги и узнала, как долго ждать сельчанам благ цивилизации. Мне говорят, можно к вам на полчаса зайти и посмотреть музей? Я говорю, как полчаса? Там надо 3 часа. Чистая правда, управиться за полчаса сложно. Каждый экспонат хочется потрогать, разглядеть. Видели ли вы императорский стол 1860 года? Его император высокому наследнику цесаревичу великому князю Николаю Александровичу. Керосиновые лампы, трильяж, духи «Красная Москва». Не только сам интерьер, но и ароматы, витающие в воздухе, переносят в прошлое. Для пущего погружения наготове патефон. Вот, ну что теперь? Ну поет же она. В 8 году приехали бельгийцы, они увидели патефон. Давай посмотрим, что такое, как звучит. Я и поставила, а там «Калинка» была песня. И вот они начали плясать. Им было очень интересно. Вещи из прошлого, попадая в руки Людмилы Даньковой, приобретают новый смысл. Вот этот сундук мне подарили родители, папа и мама, когда я вышла замуж. В большинстве случаев экспонаты с историей находят ее сами, их дарят. Пылились бы где-нибудь на чердаке, а тут с них в буквальном смысле пылинки сдувают. Все деревянные изделия я только мою хозяйственным, мне порошком ничем. Правильно. Да. И потом на солнышке сушу, они у меня чистые. Началось все с местного дома культуры. Людмила Геннадьевна там работает с 1982 года, а в начале нулевых решила обустроить уголок старины. Стол, стулья, колыбелька и самовар. Площадей в ДК для всех задумок катастрофически не хватало, а дома раздолье. Первый раз увидел, да ведь? Сейчас их такие. Так деревянная горница, доставшаяся в наследство от бабушки, стала музеем чувашского быта. Экспонатом послужили сами же элементы интерьера. Душа радуется, когда отжившие свой век вещи получают вторую жизнь, рассказывает Людмила Данькова. Но не все понимают любовь к старине. Есть еще такие же люди, что кому нужен твой музей? Затем он пройденный этап, говорят. Между тем, чтобы отправиться в советское прошлое, познакомиться с национальными традициями, отведать кагай-шурби, хуран-кукли, попариться в настоящей деревенской бане, туристы приезжают чуть ли не со всего мира. Самые дальние путешественники из Австралии, поэтому и информационные таблички на 3 языках, и спальные места подготовлены. Внешний вид книги для отзывов говорит сам за себя. Ведется она с 2008 года. И по этой тетради впору изучать географию мира. Вот, пожалуйста, отзывы на французском, английском языках. И есть даже записи на арабском. Между тем, активистка даже денег просить у туристов не решается. На вопрос, сколько стоят экскурсии и отдых с чувашским колоритом, все удивляются ответу. Вы тут донатами живете? Ну да. Ну, меня спрашивают, сколько надо. Я говорю, а как это? А вдруг они с налоговой там или как, или что? Но даже, как говорится, за бесплатно не все туристы осмеливаются прокладывать маршрут до дома музея. 3 года назад, что ли, в Урман-Пилемчи приезжали блогеры. Я им сказала, а можно к нам тоже туристов привезти? Они мне сказали, у вас нету дороги, к вам как добраться? О том, чтобы проложить асфальт на улице Чапаева, где расположен дом-музей, местные чиновники говорили еще больше 10 лет назад, но ВОЗ и ныне там. В распутицу так и вовсе путешествий сюда не запланируешь. Не так давно самобытный туристический комплекс отметил свое 15-летие. И лишь благодаря сухой и солнечной погоде гости со всей республики и даже соседний Мариэл смогли добраться сюда без приключений. А хотелось бы принимать туристов круглый год, делится Людмила Данькова. В администрации муниципалитета нашей съемочной группе сообщили, что асфальтовая дорога в деревне предусмотрена, только нужно снова подождать. На этот раз ставят срок – 25-й год. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести, Чувашия.